Сегодня в Ингушском государственном университете прошла встреча студентов с лингвистом из Баден-Бадена. Мероприятие организовали в рамках Года немецкого языка и литературы в России. В насыщенную культурно-образовательную программу проекта войдут книжные выставки, круглые столы с привлечением молодых писателей Ингушетии, литературные вечера и многое другое. Ну а 31 декабря подведут итоги «Моста дружбы народов». С подробностями Зарема Бекова. Год немецкого языка и литературы в России и Год русского языка и литературы в Германии стартовал в Берлине 6 июня, 215-ю годовщину рождения Александра Сергеевича Пушкина. Завершится перекрестный год в следующем, 2015 в Москве. В тот же день, только уже к 40-летию известного немецкого писателя Томаса Манна. Так два классика русской и немецкой литературы станут символами года. В течение всего этого времени запланированы многочисленные культурные мероприятия, фестивали, выставки, лекции и форумы. В Ингушетии также намечена насыщенная программа, в которой примут участие творческая интеллигенция, студенты, школьники, гости зарубежья. Словом, те, кому интересна Германия. Так студенты ИГУ встречают иностранную гостью. Гизела Эрсблит с удовольствием принимает участие в этом проекте. Тем более лингвистика – основной род занятий. Более 20 лет преподавательского стажа за ее плечами. В рамках проекта педагог познакомила студентов с историей своего родного города Баден-Бадена, который на протяжении многих веков пользовался популярностью высшего света Европы и России. И хоть сейчас уже поток туристов иссяк, здесь до сих пор витает международный дух. Россия, но, в общем-то, тоже кавказские страны, как Ингушетия, мне дали стойко тем, что я здесь бывала, что я говорила с людьми, что они мне многое рассказывали о своих традициях, о своей культуре, что мне ужасно нравилось теперь рассказать о моей. Студентам была интересна как и сама лекция, так и возможность пообщаться на немецком языке. Адам Азив 5 лет прожил в Австрии, владеет 4 языками, и немецкий в их числе. Уже после доклада на гостю посыпались вопросы от студентов, и в основном на ее родном языке. И Гизела с удовольствием общалась с молодежью, обсуждая с ними наиболее заинтересовавшие их докладе. Из ее лекции я понял, что Баден-Баден – это такая курортная зона, где чаще всего бывают люди, которые приезжают, чтобы лечиться, потому что там есть минеральные источники, но, как мы знаем, эта вода полезна для здоровья и все такое. И чаще всего наш болеет же старое поколение, и я ее спросил, является ли Баден-Баден городом молодых, или там всего чаще на улице встречаются пожилые люди. Но она сказала, что в Германии, естественно, есть проблема, то, что очень мало молодых людей и очень много пожилых. Заведующая кафедрой видит несомненные преимущества в том, чтобы в университет приезжали гости со всего мира. Так, по ее мнению, ребятам легче переступить языковой барьер. Кроме того, что комплексы, барьеры свои преодолевают, общаются с людьми другой национальности, другой совершенно для них чуждой культуры. И мне кажется, это в нашей молодежи может разбудить желание дальше творить, дальше работать, то есть преодолевать все границы и возможности и таким образом приносить пользу своей республике. Это не единственная тема, с которой выступит гостья из Германии. Тема современных писателей ее страны не менее интересна, считает она. У нас появились очень много авторов, отличных авторов с миграционной происхождением. И они сразу пишут по-немецки. Они могут показывать немецкий язык в новом свете. Выражения немножко другие, может быть. Немецкие и русские писатели, художники, поэты и музыканты, испытывающие в течение столетий взаимовлияние, являются важной составляющей культурного наследия обеих стран. Немецко-русские отношения имеют тысячелетнюю историю, и ни взлета, ни падения не смогли нанести им вред. А целью перекрестного года является создание платформы для еще большего укрепления русско-немецких культурных связей и продвижения немецкого языка в образовательной системе России. Он призван укрепить отношения между Германией и Россией на политической, на культурной, на литературной, на экономической, во всех сферах. Конечно, любой культурный обмен, любые совместные мероприятия только сближают народ. До 31 октября, когда пройдет закрытие Дней Германии в Ингушетии, жители республики смогут увидеть много интересного. Так, 25 октября в Доме культуры Назрани пройдет книжная выставка, посвященная литературной Германии.
28-го фотовыставка, а также различные конкурсы, литературные вечера и показы фильмов. Зарема Бекова, Муса Хамхоев, Новости 24.